Меня зовут Юлия Калашникова. Я закончила семинарию лет 8 назад уже. Большое впечатление произвела на меня Пилля Вальк. Она преподавала нам Средневековье, и она преподавала его так, что этот самый серый этап истории был настолько красочным и красивым. Вот это вот я помню прям до сих пор. Потом, конечно, Лилиева. Педагогика, андрогогика, я прямо чувствовала, что где-то вот прям это мое, очень было созвучно с моим сердцем, мне очень нравилась андрогогика. Ну и, конечно, Марк Нельсон, его лекции я могла слушать много раз, и даже повторяя, так как я, бывает, не сразу сдавала какие-то экзамены, поэтому мне надо было, может, еще брать. Но мне это было не в напряг, а даже в радость, потому что я его всегда с очень большим интересом слушаю. Ну, в принципе, слова трансцендентность, имманентность можно было употреблять уже в правильном контексте. Шучу. Конечно, такие навыки, как просто терпение, дойти до конца, потому что для меня лично не совсем легко мне далась учеба в семинарии. Поэтому нужно было, да, мне постараться. Поэтому, в принципе, вот главный и большой навык – это имеет цель дойти до нее. В принципе, наверное, знакомство с людьми. И с теми и пасторами, служителями, и вообще со всеми ребятами, кто учился в семинарии. С некоторыми мы, конечно, дружим до сих пор. И, безусловно, для меня лично это был шанс поехать с Людмилой Волчихиной на Ямал. Там я уже была 3 раза. В принципе, это тоже одни из таких ярких впечатлений все-таки в моей жизни. Что касательно миссии, я советую каждому иногда это попробовать, чтобы вообще понять для себя, ваше это или не ваше, так скажем, призвание. Очень много всего интересного. Конечно, ты встречаешься с другой культурой, с другой жизнью, с людьми, но даже за короткий срок они тебе становятся родными. И почему это еще интересно? Во-первых, работа в команде, во-первых, работа в условиях не совсем комфортных для нас. Это тоже интересно. Это, так скажем, своего рода проверочка, да, такая небольшая. Вот, это тоже интересно. Но в принципе, чтобы было понятно для себя, зачем ты туда едешь, что ты от этого хочешь и какие последствия потом. Если реально ты потом оставишь группу, к примеру, проевангелизованных, группу спасенных ребят просто без никого, то, я извиняюсь, это мартышкин труд, и не стоило бы ехать в такую поездку. Но если ты реально оставляешь, и просто ты являешься одним из пазлов какого-то большого дела, и ты понимаешь, что это твой вклад дальше в развитие этой миссии, то вот это, конечно, классно. Я изначально, наверное, всегда молилась, чтобы Господь, несмотря ни на что, чтобы всегда мое сердце было горячим. Да не знаю, но, конечно, и моя церковь, и моя семья, мои друзья мне в этом помогают. Не все так гладко бывает, падаю духом, но, слава Богу, встаю и иду дальше. Конечно, от всего сердца поздравляю семинарию и всех студентов. Сегодня ваш день, весь педагогический состав. Сегодня также ваш день. Мне кажется, это здорово, когда такие какие-то даты случаются у нас в жизни, вообще в истории чего-то. Это, все-таки тоже какой-то статус или, точнее, зрелость какая-то. Вот, конечно, поздравляю всех студентов. И идите до конца и не сдавайтесь. Обязательно закончите семинарию.